Друзья, рад вас всех приветствовать. Начнем этот выпуск со срочной новости. В Беларуси задержали более 30 россиян. Посольство Российской Федерации в Беларуси получило от МИДа Республики Беларусь официальное уведомление о задержании в республике 32 граждан России. В белорусских средствах массовой информации пишут прямо о том, что под Минском задержаны 32 члена иностранной частной военной компании. Речь идет про компанию Вагнера. Для тех, кто не в курсе, это по сути силы специальных операций Кремля, так называемые их там неты. Подробнее про задержание. По прибытию в столицу в ночь с 24 на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц Минска и должна была выселиться 25 июля. Однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района. По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание не характерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Есть опубликован уже список всех задержанных, мы видим фамилии, имя, отчество, соответственно, год рождения, и что важно, некоторые люди из этого списка есть в базе украинского сайта «Миротворец». По поводу этого события в социальных сетях пишут следующее. Денис Казанский. Задержанные сегодня в Беларуси российские добровольцы просто заблудились и ошиблись внутренним конфликтом. Есть и реакция из Кремля. Затулин прокомментировал задержание ЧВК «Вагнер» в Минске. Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин сказал следующее. Версия о том, что задержанные в Беларуси просто отдыхали, имеет право на существование. Оказывается, вот эта группа Вагнера просто отдыхала в Беларуси, и эта версия имеет право на существование. Стоит отметить, что в российских телеграм-каналах, средствах массовой информации вбрасывают такую версию, что якобы это просто Беларусь, Минск, перевалочная база для ЧВК Вагнера, что якобы они направлялись в Африку, и что якобы пиар делает себе Лукашенко на фоне избирательной кампании. Но на самом деле все гораздо проще. Лукашенко назвал чрезвычайным происшествием задержание граждан Российской Федерации в Беларуси и, соответственно, созвал Совет Безопасности. Кроме того, президент Беларуси поручил обратиться к России за разъяснениями по поводу задержания вагнеровцев. Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. На самом деле, конечно же, те версии о том, что якобы Минск, Беларусь, это перевалочная база для ЧВК Вагнера, конечно же, это не соответствует действительности. Во-первых, почему? Потому что из Российской Федерации есть прямые рейсы и нет никаких проблем. Зачем же подключать Беларусь? С другой стороны, зачем это нужно Лукашенко, если он сейчас налаживает отношения с Западом, с Соединенными Штатами Америки, с Европейским Союзом? Зачем же ему так поставляться? Ну, это просто нет никакого в этом логики. Кроме того, стоит отметить, что на самом деле белорусы и значительная часть общества хотят изменений. Они хотят реформ, хотят, чтобы страна менялась. Они видят, как живут в Европейском Союзе и, в общем-то, хотят перемен. И те события, которые были буквально 3 дня назад, 26 июля и не только, в разных городах Беларуси прошли митинги в поддержку Тихановской, кандидата в президенты. На эти митинги приходили тысячи людей, несколько тысяч людей в разных городах. В общем-то, есть протестные настроения. И учитывая то, что Лукашенко не пошел на капитуляцию перед Путиным, несмотря на давление, несмотря на шантаж ценами на нефть и на газ, не согласился на вступление в союзное государство, в общем-то, для Путина и Кремля, конечно же, Лукашенко не выгоден. Но, с одной стороны, все же Лукашенко заинтересован в том, чтобы президентом Беларуси был такой человек типа как Лукашенко, чтобы держал все в своей руке, а с другой стороны, важный момент – если бы это ЧВК Вагнера что-то бы такое сделало, если бы в Беларуси были реальные Майданы из-за этого, что бы после этого произошло?
Все ясно, просто и понятно. Просто бы Запад отвернулся от Лукашенко. И президенту Беларуси не было бы куда деваться, кроме того, что идти на условия Кремля. На самом деле это такая многоходовочка. Она прочитывается легко. В Кремле там не нужно думать, что там такие великие стратеги сидят. Все там ясно, четко, просто и понятно. Поэтому не случайно вот эта группа приехала в Беларусь. Они себя вели чисто как военные. И на самом деле нет никаких ЧВК, потому что в Российской Федерации законодательством это не регулируется. Это, конечно же, силы специальных операций Кремля. И что же они там делали? И Лукашенко не зря так сказал о том, что я смотрю на реакцию россиян, еще раз процитирую, они уже оправдываясь говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Конечно же, Лукашенко, как я и говорил ранее, на это бы не пошел. Зачем ему это? Он, наоборот, ищет себе союзников на Западе, ищет новые рынки сбыта, восстановил дипломатические отношения осенью прошлого года с Соединенными Штатами Америки, встречался с госсекретарем США Помпео. Зачем ему нужно, зачем ему подвязываться под эти кремлевские авантюры многоходовочки Путина? Ну, в этом абсолютно нет никакой логики. Посмотрим же, Беларусь выдвинет ли конкретные обвинения этим задержанным россиянам и как дальше будут развиваться события.